Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал. Ребенка пленного он вез, тот занемог, не перенес трудов далекого пути. Он был, казалось, лет 6. В поэме «Мцыри» Михаила Лермонтова рассказывается о захватывающейся истории мальчика, который бежал из монастырского плена и чуть не погиб в лесу, настигнутый барсом. По мнению некоторых исследователей, прототипом Мцыри послужил чеченский мальчик. В начале XIX века, во время Кавказской войны, после схватки в ауле Дады-Юрт в разрушенном и опустошенном селе, российские солдаты нашли 3-летнего мальчика. Его отдали на выхаживание казаку Захару Недоносову, служившему тогда при хозяйстве командующего Кавказским корпусом. Имя этого человека послужило основой для фамилии мальчика-чеченца. Его назвали Петром Захаровым. О великом художнике-портретисте 19 столетия вспоминали в Доме печати. Кстати, 95-летию со дня рождения Петра Захарова была посвящена научно-практическая конференция. В числе приглашенных Усайн Яхиханов, председатель комитета по регламенту, межнациональным, межконфессиональным отношениям и информационной политике парламента республики, а также представители научной и творческой интеллигенции и просто почитатели его таланта. Говоря о первом чеченском художнике, все отмечают, что он был выдающейся личностью этой эпохи. Несмотря на короткую жизнь, он сумел заявить о себе как о талантливом, преданном своей родине, корням человеке. Супьян Магомадов считает себя счастливчиком. Ему удалось воочию увидеть работы известного живописца, которые были выставлены в музее Грозного в 1994 году. Его дар и творческий потенциал так поразили Супьяна, что он до сих пор отчетливо помнит каждую виденную тогда картину. Больше, конечно, это автопортрет. И портрет Грановского, портрет Ермолова, Петра Ермолова имеется в виду, и многие другие картины. До 1823 года Захаров воспитывался у казака, затем его взял в себя российский генерал Петр Николаевич Ермолов. Уже в раннем возрасте мальчик показал способности к рисованию, вследствие чего его отдали на обучение к художнику-портретисту Льву Волкову. Время шло, вместе с тем развивались творческие способности чеченского художника. В 1836 году, удачно закончив Академию художеств, получает аттестат права знатного потомственного гражданина и звание свободного художника. С 20 лет уже признанный живописец Петр Захаров много пишет, выполняет заказы и по собственному выбору, становится модным портретистом. Его кисти принадлежат известные портреты знатных людей. Художник всегда знал и помнил, откуда он родом. Каждую свою работу он подписывал «Чеченец из Дады-Юрта». Его произведения вошли в Золотой фонд изобразительного искусства России. Они хранятся в Эрмитаже Третьяковской галереи. Джабиров Ибрагим сегодня тоже принимает участие в конференции. Выступая перед аудиторией, он рассказывает о своей книге, которую еще не издали. Она посвящена жизнедеятельности Петра Захарова. Десятилетние упорные и кропотливые поиски материала дали свои плоды. «Под небом Северной Пальмиры» — так называется работа, где собраны все ценные материалы о нем. Его произведения были настолько безукоризненны, что даже сам Николай I, этот грозный самодержец, который не всем бывал доволен и не всегда бывал доволен, просмотрев 14 работ Захарова, это только эскизных эскизных работ, и своей рукой император лично начертал «хорошо» и поставил восклицательный знак. Это уже говорит о многом. В зале присутствуют представители учащейся молодежи. По словам организаторов, главная задача мероприятия, чтобы подрастающее поколение знало и помнило о первом чеченском профессиональном портретисте. Когда говорят о чеченских войнах, об этом знают все, да, но мало кто, к сожалению, в России, в регионах России знает о том, что наш народ дал и выдающихся представителей культуры, спорта, науки, литературы для всей России и всего мира. И вот сегодняшняя конференция была одной из таких попыток, чтобы донести эту правду в таком формате до как нашей молодежи, проживающей в республике, так и до всей российской общественности. Петр Захарович Захаров занял достойное место среди русских художников-портретистов XIX века. Он был единственным профессиональным художником-чеченцем по национальности. 200-летие живописца участники научно-практической конференции выражают надежду, что о его творчестве узнают далеко за пределами страны. Элина Дадаева, Резван Абдулмуслимов, Тамерлан Хаджиев, Ваха Кантаев. Новости.